Перспективы развития глубокой переработки древесины обсудят на следующей неделе в столице Коми. 11 марта на базе Академии Госслужбы пройдет стратегическая сессия «Лесопромышленный комплекс». Среди участников более сотни крупных промышленных компаний, предпринимателей региона, представители власти, а также общественные и инфраструктурные организации. Подробности в материале Ксении Лосевой. Лес занимает почти 80% территории нашей республики. Из этого объема 3/4 сегодня доступны для переработки. Это, для понимания, больше 3 миллиардов кубических метров леса. Такие цифры, безусловно, делают Коми одним из ведущих лесопромышленных регионов страны, но отнюдь не гарантируют инвестиционную привлекательность для крупных игроков рынка. Для того, чтобы привлечь бизнес в республику, важен комплексный подход. Помимо богатой сырьевой базы, необходимо создать комфортный экономический климат. Инвестиционная привлекательность – это как раз-таки ресурсы, кадры, которые мы могли бы возобновить, это непосредственно курс, и, безусловно, поддержка, чтобы бизнес, который заинтересован был бы прийти с новыми технологиями, с оборудованием, с инвестициями, самое главное, задачами создать рабочие места, также мог рассчитывать на все уровни государственной власти, на полную поддержку. О том, как привлечь новый бизнес в Коми, а также помочь уже работающим на территории региона предприятиям, будут говорить на стратегической сессии 11 марта. Среди заявленных тем – курс на глубокую переработку древесины в республике, кластерный подход к лесопромышленному комплексу, проблемы транспортировки лесных грузов и многие другие. Главная цель – выстроить продуктивный диалог между промышленниками и властью. Стол будет из себя представлять дискуссионную площадку для бизнеса, научного сообщества и в очень малой степени чиновников. По мероприятию мы надеемся и планируем, и нацелены на это, что у нас в доклад главе и в поручение главы выйдут как минимум 2 новые прямые меры поддержки для бизнеса, которые нацелены именно на глубокую переработку. Особое внимание на встрече уделят и вопросу качественной подготовки кадров. Без этого смотреть в светлое инвестиционное будущее бессмысленно, говорят эксперты. Для реализации крупных проектов в лесной отрасли грамотных специалистов необходимо готовить еще со школьного возраста. Сначала проводить профориентационные занятия, затем дни открытых дверей. А еще заранее обговаривать конкретное количество и направление нужных для предприятий специальностей. Второй аспект – научный. Только при тесном взаимодействии бизнеса и власти получится развивать необходимые для качественного улучшения производственных процессов технологий и двигаться вперед. В Ухтинском государственном техническом университете есть интересная технология, которая тоже связана с переработкой отходов от предприятий ЛПК. Это производство биокомпонентов дизельного топлива. То есть это может быть альтернатива такая некая пелетам или развитие этой как раз глубокой переработки. Но опять же необходим заказ на эту технологию, необходим инвестор, который возьмет на себя такую сложную задачу, как приземлить технологию на производственный процесс. Результатом стратегической сессии станут конкретные предложения. От того, насколько плодотворной получится взаимодействие всех заинтересованных сторон, будет зависеть, сможет ли республика в конечном счете выйти на качественно новые показатели и появятся ли на ее богатом лесном рынке новые игроки. Ксения Лосева, Иван Богомолов, телеканал Юрган Сыктывкар.